Принимаются решения в части поддержки предпринимателей в этот тяжелый период. Какие отрасли бизнеса прежде всего оказались под ударом и как государство им поможет? Материал Александра Хавренко. Одним из наиболее пострадавших секторов стал малый и средний бизнес, работающий в сфере гостинично-ресторанного дела. Для начала Роспотребнадзор ввел ограничения по работе таких заведений. Теперь же с 28 марта по 5 апреля приостановлена деятельность всех торговых предприятий, кроме продуктовых магазинов и аптек. На данный момент наш бизнес рухнул полностью. Я не буду лукавить, у нас нету гостей, потому что мы занимаемся гостинично-ресторанным оздоровительным бизнесом, и гости наши пропали. Все самоизолировались, можно так сказать. Нету денег брать для оплат вообще. Но мы надеемся на наше государство, что государство нам поможет. Хотя бы оплата коммунальных услуг, это газ, свет, вода, чтобы нам снизили. Отсрочка платежей по налогам, отсрочка платежей по кредитам. Пока же предприниматели сами ищут возможности заработка, чтобы как-то удержаться на плаву. Например, открывают доставку еды из ресторанов. Кто с администраторов перейдет в водителей, кто с официантов перейдет в поваров, кто с поваров перейдет на длительную работу, то бишь сутки через сутки, а не сутки через двое, либо как. Будем все вместе решать, чтобы это быстро все запустить, чтобы сохранить рабочие места. В данный момент не говорится о прибыли для меня, в том числе, да, чтобы я заработал. В данный момент говорится об альтернативе, чтобы сохранить рабочие места и поддержать своих работников. Решением главы республики создана постоянно действующая комиссия по обеспечению устойчивости экономики и социальному развитию. Поддержка наиболее страдающих из-за кризиса областей экономики также войдет в перечень задач комиссии. Уже предложены ряд мер по поддержке, причем разрабатываются они в тесном контакте с представителями соответствующих отраслей экономики. Они носят вполне такой предметный, конкретный характер, направленный на снижение кредитной нагрузки, на приостановление ряда обязательных платежей, включая налоговые, на субсидирование тех расходов, которые несут компании в отраслях, которые больше всего пострадали от кризиса. Ну и особая зона внимания отдельная будет направлена, будет связана с рынком труда, с обеспечением занятости, с переобучением тех граждан, которые будут высвобождаться в связи с сокращением отдельных отраслей экономики. Пока же работодатели просят своих сотрудников с пониманием отнестись к положению и ждать, когда ситуация стабилизируется. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.